Всем привет из Коми. Ну вот, ребят, выехали мы в поход. Открываем сезон походов на УАЗике. Первый поход у нас получается. И спонсор сегодняшнего похода — это интернет-магазин «Русские лодки», где очень большой выбор резиновых лодок на все случаи жизни, так скажем, охоты, рыбалки, походов, туризма, путешествия, все там есть. И я тоже там заказал лодку резиновую для наших походов, и сегодня я вам это покажу. Сегодня со мной также мой верный друг Тулан. Он ждал этого похода очень долго. Сейчас мы проедем село Алексеевку, и там я его отпущу. Он будет бежать за мной. Так что приятного всем просмотра, и давайте посмотрим, что из этого получится. В планах у нас сегодня порыбачить, собрать веник для бани и собрать бересту. Вот такие планы. Еще взял фотоловушку, может быть, удастся куда-нибудь установить, если подберем такое вот место интересное. Здесь сгорел дом позапрошлом году, и вот новый сруб уже. Тут будут маленький домик строить. Жизнь продолжается в деревне. Ну вот это крайний дом. Здесь деревня заканчивается, уже начинается тайга. Вот здесь я Тулана отпущу, и он будет бежать примерно 7 километров. Эту дорогу многие уже знают по моим видео. Сегодня очень тепло, даже скажу вам, жарко. Вот такие дела. Там даже лес заготовили вон там. Я думал, что там нового. Это частники лес вывезли, заготовили. Так, ладно, здесь отпускаем Тулана. Он уже подготовился. Он как пуля будет сейчас выскакивать. Ну вот, ребят, хорошо. Дорога, думаю, тоже неплохая. Ну все, я буду, как всегда, снимать. Фильм будет, как всегда, также многосерийный. Так что сейчас у меня был полное ТО. УАЗика. Заменил все тормозные цилиндры, накладки, в коробке масла, там, в мостах, в редукторе, везде. В раздатке-то есть. Везде поменял масла. Сегодня такая поход обкатка, что ли, получается. Лампочки также поменял. Давно уже как бы они плохо работали. Контакт, короче, там не очень. Но ремонтировался сам. Не знаю, что получилось. Будем испытывать. Так, ладно. Поехали. Очень много оводов уже залетело вон. Сегодня получается у нас 6 июля. 6 июля. Вон Тулан бежит впереди. Пусть набегается. Ему это надо. В этом месте самый плохой участок вот тут. Но сейчас, как я вижу, дорога терпима. Даже хорошая, я вам скажу. Лужи подсохли, ямы выровняты. Как-то там еще будет такой участок еще. Ну и вывозят сейчас дрова с делянки. Конечно, тут надо бульдозером подровнять. Вот эту яму надо проскочить еще.
сравнить с осенним сезоном, когда дождливые дни. Не, все. Там дальше уже не такой плохой участок. Еду и смотрю по сторонам, ну, грибы есть или нету, но вот ни одного гриба я еще не нашел. Здесь солнце меньше попадает и лужи практически все лето. Ну, не стекает ничего и не пропитывается. Как ни странно, здесь грунт очень плотный, видать, может глинистый, но хотя не скажу, что здесь глина. Раньше каждый год эту дорогу поддерживали Госпромхоз. Как бы мы заготавливали сено, и кто держал корову, там еще для себя заготавливали, для Госпромхоза там тоже вот скотину держали. Вот эти луга, все, видать, под Госпромхозом были. Ну и каждое лето ездил бульдозер, подравнивал. Но хотя колеи там ужасные тоже были. Там зилы там ездили, и колея образовалась очень сильная. Вот. Вон тулан там видно, надеюсь. Он бежит рядом. Очень много овода, ребят. Сегодня ужасно много овода. Но все это я вам покажу. Там возле машин наберется, конечно. Думаю. Ну, здесь тоже делянка. Это частная делянка. Любой житель может себе выписать деловой лес, приехать, свалить, вывезти. Все это разрешено легально. Открытая делянка. Не знаю по масштабу, насколько большая, но уже второй год, наверное, здесь вырубают лес. Вот тут. Эту зиму еще вывозили отсюда. Конечно, УАЗик проходимая машина. Ну вот, дальше уже все сухо, там, ну, 2 лужи еще попадется. Но я, наверное, включусь у реки на конечной остановке, куда я еду сегодня. До избы не будем ехать, а половину пути только съездим и все. Ну вот, ребят, все, дальше не поеду. Вон вода сколько. Красота. То он уже вон к реке сходил. Благодать, ребят. Найти, как сказать, на берегу, которые живут. Может, дырки у них тут, гнезда. Надо попробовать порыбачить тут тоже. Там изба, хочется туда сходить, вон там, в той стороне. Ни разу я еще там не был. И сегодня, ребят, будем испытывать лодку. Сейчас я покажу, наконец-то я покажу, что мне выслали. Я не смотрел еще, как сказать. Соберем лодку и, если удастся, перейдем на тот берег и сходим до того, как сказать, до той избы. Вот, смотрите, сколько вода. И все желтые, крупные волны. Жужжат.
Это и есть север. Вот так мы живем летом. Вон сколько их. Бедные лоси, медведи, олени. Они выживают сейчас в тайге. Ну вот, ребят, гуляй. Короче, вот такая посылка. Сегодня, знаете, вот распаковка на природе будет. Заказывал я одноместную лодку резиновую именно для рыбалки и переходить, скажем, речку, рыбачить на озере, доставать там утку или еще, именно для охоты и рыбалки. Такую легкую, чтобы я мог взять и любое место с собой тащить. Он еще, вон, смотрите, бломба стоит от почты. Я не раскрывал ничего еще. Где-то 8 килограмм эта посылка. 8350. Ну, как и на сайте, там то же самое. Ребят, не смог открыть. Сходил за топором. Все. Посмотрим. Плотно все. Смотри, вообще не такая большая она. Упаковали, конечно, капитально, вон. Капитально. Напоминаю, я заказывал в интернет-магазине русские лодки. Много интернет-магазинов, где продают такие лодки русские лодки самые отзывчивые, идут на контакт, быстро собирают заказ, отправляют. Задержки вообще никакой нет. Капитально, конечно, тут все упаковали. Сейчас я разберусь, ребят, и дальше включусь. Ну вот, ребят, наконец-то разобрался. О. Вот такой мешок. Такой весь мешок. Можно вместо рюкзака вот так. Дальше открываем. Тут у нас получается насос, лягушка, весло пластиковое. Вон оно. Дальше ручка для весла. Вот. Все это я сейчас соберу. Дальше получается вот такое сиденье. Ну и сама лодка. С лодкой ПВХ.
Вот так. Ребят, русские лодки, интернет-магазин «Русские лодки» представляет еще лодки Тулин. Вон она. Вот так вот. Так, получается. Все. Так. Здесь для закачки и крышка еще. Два отсека тут должно быть. Вообще эти оводы сегодня покоя не дают. Не знаю, рыбачить стоит, не стоит. Наверное, думаю, я даже и рыбачить не стану. Жесть, поверьте. Невыносимо. Так, ладно. Попробуем накачать лодку. Все легко и просто. Так, ребят, вот я отсоединил шланг и очень резко выходит воздух. Это так должно быть или нет? Там напишите мне. Потому что у меня эта лодка первая. Еще ни разу у меня не было такой лодки. Я одно весло уже собрал. Это, буквально за секунду можно собрать. Вот. Ставишь и там она сама уже фиксируется. Все. Прям очень быстро. Ну и еще остается сидюшку. Оказывается, вот так фиксируется она. Все. Непривычно. Вообще непривычно. Но лучше я так буду. Одно весло и попробую. Попробую одно весло. Ну что, надо испытать. Ну все, ребят, я лодку собрал. Вот что у меня получилось.
Получается 2 метра длиной, борта 27 сантиметров, ширина не помню, но характеристику я оставлю. Характеристику в описании или в комментариях оставлю, там посмотрите, какую лодку лично я выбрал. Вот. Глянем. Первый раз на речку выхожу. Очень легкий. Очень-очень легкий. Ну, блин, 8 килограмм. Это не вес, это уже... Так, давайте туда сходим и спустим на воду и попробуем. Покатаемся, что ли. Ну вот, ребят, попробуем. Ой. Страшно. Первый раз на такой резине, блин. Без понятия. Ну что, ребят, первое впечатление вообще непривычно для меня, но скажу вам, со временем эта лодка мне даже очень будет нравиться. Смотрите, я уже перехожу речку, здесь глубоко, сейчас тулана надо еще искупать. Вполне достаточно, но лучше вот такие, выбор там был вот так, гребные весла и с ручкой. Двумя гребными намного легче. Вот смотрите, я перешел речку. Тулан куда-то, к сожалению, ушел. Не знаю, где он. Пескарей не видать, ничего. Все. Каждым разом смелее будем. Как бы привыкнем. Видели? Тебе понадобится там речку перейти. Взял, сел, надул лодку и перешел. Некоторые 2 человека еще сюда садятся, но я не знаю. Вот это все для меня лишнее. Он мешает. Это лучше так, 2 руками грести. Вон тулан. Тула, лок. Сходим к этой. Лок. Тула. Лок где? Лок. Лок, пошли, лок нам. Лок. Тула. Лок. Ну вот, смотрите, ребят. Лок. Сколько мне писали, что тулан никогда не перейдет речку. Легко. Просто надо подождать.
Всему свое время. И уже не хлопает, смотрите, как раньше хлопал он лапами. Спокойно идет. Лок! Молодец. Лок, лок, лок. Очень широко тут. Лок! Давайте прогуляемся до избы. Лок, тула, лок. Лодку оставляем. Машина на другом берегу. Лок. Все хорошо. Не надо там насильно скидывать собаку с лодки, чтобы научился. Просто надо ждать, и он сам самостоятельно научится. Перейдет. Локтула. Очень красиво. Вырыты вот все. Медведь, ну да, вот следы. Вон. Тут ходил он. Тут даже лежал, видать. Следы уже есть. Вон, куланчик. Все истоптано, блин. Перерыто. Что-то пробовал. Так, где-то вон там изба должна быть. Давно уже хотел сходить на ту избу. Посмотреть. Даже не знаю, где пройти вот. Или там попробуем. Тоже заросло все. Смотрите. Все уже луга зарастает тоже. Уже никто тут сено не заготавливает. Такие хорошие поля были. Фу.